А, Мухаммед Эфенди Османов, который преподавал на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета, он в 1883 году издал, уже будучи в отставке, он, собственно говоря, в отставку ушел в 1881 году, он издал очень интересный сборник ногайских и кумыкских текстов, который фактически представляет собой такую вот хрестоматию, да, которая, видимо, была призвана помочь студентам ознакомиться с такими вот существующими вариантами тюркского языка, да, то есть, ну, в то время это называлось татарский язык, да, ну, всех татар называли. И это даже фактически считалось, по крайней мере, видимо, Мухаммед Эфенди так считал, он считал это диалектами, потому что он эту свою хрестоматию разделил на две части, и первая часть называется ногайское наречие или диалект Нагай, то есть вот они даже считали это диалектами какого-то вот якобы существующего такого тюркского языка. Ну вот, этот сборник состоит из 174 страниц, 105 из них составляет ногайская часть. И ногайская часть очень интересна. В ней 10 разделов. 10 разделов. Первый раздел называется «Поговорки», второй раздел «Песни», третий «Песни ногайских казаков», затем «Предание Нариге и Чуре-Батыре», предание Тахтамыш-хане, предание о Мирзе Мамае, предание об Адель-Султане Крымском, песни ногайских казаков еще раз, предание об Эрюамет Сынайсула и предание об Эсен-Булате. Вот такие вот разделы существуют, которые действительно передают такое вот богатство да, устного ногайского творчества. Вот эти разделы, они чем интересны? Во-первых, поговорки. Мы, когда смотрим на поговорки, очень интересная связь наблюдается поговорок с творчеством, например, Досмамбета Азовского. Очень многие поговорки просто напоминают такие вот, то есть они просто взяли такие наиболее яркие части и они вошли в народ. То есть вот это тоже вот про роль да, таких вот известных поэтов в развитии ногайского языка, ногайского творчества. И вот в народ это все уходило. Очень интересно наблюдать это все. Но вот интересен раздел песни. Вот в разделе песни собраны именно религиозные песни. И мне кажется, что это такая вот предтеча, кстати, несправедливо забытого такого вот творчества, известного еще и в советское время, как назм. Вот у нагайцев есть такой вот жанр назма, который развивали еще и в советское время, вплоть до 1970-х годов, ногайские эфенди, апендлер. Вот, известные вот как бы назмы пира ногайских эфенди, очень интересные, очень своеобразные, и которые имеют параллели вот с теми песнями, которые были зафиксированы Мухаммедом Эфенди. Очень интересные два раздела песни ногайских казаков. Это 3 и 8. Вообще, вот в 3 разделе собраны новые казак-черлары, которые не имеют личного героя. То есть это в общем поется о ногайском казаке, о его жизни тяжелой и так далее. Но когда мы обращаемся уже к 8 разделу, там появляется личный герой. Вот Досмамбет Азаула, Мсёке и так далее. То есть там уже этот герой называется. И мне кажется, что вот эти два раздела просто должны стать такой вот отличной находкой для наших филологов, для тюркологов, тех, кто изучает
в тюркскую литературу, потому что это такой вот явный пример перехода фольклора в эпос. Потому что, как Павел Александрович Фалев пишет, вот появление личного героя – это уже свидетельство того, что вот это уже уходит в эпическое произведение. И мне кажется, что вот здесь богатейший материал для анализа, для рассуждений на эту тему. И вот даже просто для этих целей было бы очень важно эти песни и привести в оригинале, и перевести, и прокомментировать просто. Ну, вот. И это, конечно же, огромный труд, но это стоит того. И есть здесь собрано очень много нагайских эпических произведений, которые, мне кажется, было бы тоже очень интересно исследовать, поскольку фактически, вот как тот же Фалев пишет, этот сборник довольно быстро проник в нагайскую среду. И для Фалева это было трагедией, потому что Фалев довольно справедливо отмечает, что вот это все зафиксировано письменно, и это все заучивается вот в том виде, в котором оно есть. И дальше существует именно в этом виде. Вот было бы очень интересно все-таки посмотреть, насколько как бы вот этот сборник стал действительно катастрофой для устного народного творчества. Действительно ли это так? И так далее. То есть это достаточно тоже очень интересные вещи. Ну, вот. Ну и кроме того, вот с точки зрения языка, это очень богатейший источник, поскольку, ну вот в частности, например, этот сборник фиксирует очень интересную переходную стадию между джоканьем и йоканьем. То есть здесь вот язык очень интересный, где-то даже просто в одной строке встречается и джоканье, и йоканье. То есть очень удивительные такие вот диалектные особенности, причем записывались эти произведения, скорее всего, среди вот аксайских нагайцев, потому что сам Мухаммед Эфенди родом из Хасавюртовского округа Терской области, где как раз-таки вот эти нагайцы и жили. Вот. И это очень удивительно, потому что на сегодня, к сожалению, эти нагайцы не сохранили, да, ну, вот, бытование нагайского языка, они практически перешли на кумыкский язык. И вот очень интересно, что еще в XIX веке это была очень своеобразная группа в языковом отношении, находящаяся вот в таком переходном состоянии от джоканья к йоканью. Мне кажется, что вот то, что я отметил, это действительно говорит о том, что вот этот сборник, крайне необходимо этим сборником заниматься. Именно в научном плане крайне необходимо было бы уже это переводить и публиковать с комментариями. Просто стыдно признаться, что вот, например, если мы берем такой очень важный, не только даже вот источник для филологов, да, а просто даже исторический источник, как песни нагайских казаков, он не то что не переведен, эти песни не то что не переведены на русский язык. Мы имеем научное издание этих песен только на немецком языке. А вот в сборнике «Кумутская этногайка» вот, материалы Рамштедта, они переведены на немецкий язык и прокомментированы. То есть вот такого вот научного издания песен нагайских казаков нет на русском языке. Это, ну, просто вот как бы такой вот факт, который, ну, мне кажется, ну, достаточно все-таки вот в наше время ну, неудобно находиться в таком положении, да, когда на немецкий язык все-таки это все хоть немножко переведено и прокомментировано, и есть научное издание. А на русском языке этого нет. Вот. И вот в этом смысле, конечно же, сборник Мухаммада Эфенди Османова крайне важный источник, и он, мне кажется, таит еще массу
такого интересного, насыщенного материала, который позволит нам и сделать какой-то прорыв и в филологии, и в литературоведении, и в том числе и в истории, потому что серьезные, там есть очень серьезные такие вот исторические источники, как вот песни ногайских казаков.